Добрый день, друзья! Я рада приветствовать вас на канале «Грани реальности. Мастерская номер 9». Здесь мы ищем путь к знаниям, изучаем Таро, руны и другие практики. И я приглашаю вас подписываться на наш телеграм-канал «Мастерская номер 9», потому что там как раз происходит все самое интересное. Ссылка на него будет в описании. И сегодня мы с вами поговорим о магии, а именно о том, как работают молитвы, заговоры и ритуалы. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему одни люди легко привлекают удачу, а другие постоянно сталкиваются с вечными преградами? И как же заговоры, ритуалы и молитвы могут влиять на судьбу? Ответ скрыт не в мистике, а в работе нашего мозга. И сегодня мы с вами разберем учение о доминанте, которое объясняет, как наши мысли и ритуалы формируют реальность. Готовы узнать тайные механизмы сознания? Тогда продолжайте смотреть. И наш проводник в этот мир Алексей Алексеевич Ухтомский. Это не просто ученый, а князь, физиолог и священник, который пытался понять, как работает молитва. Он открыл, что в нашем мозге формируются очаги повышенной активности, доминанты. Что ж такое доминанта и что доминанта делает? Доминанта – это очаг стойкого возбуждения в мозге, который перетягивает на себя внимание, и таким образом образуется некое туннельное восприятие. А во-вторых, подавляет все, что не связано с ней. И в-третьих, самоподдерживается, если получает подпитку. Вспомните, как влюбленный человек думает только об объекте своей любви. Или как человек, зацикленный на страхах, видит опасность даже там, где ее нет. То, на чем сосредоточено внимание, становится реальностью. Теперь давайте разберем молитву. Когда человек регулярно молится, он формирует позитивную доминанту. Он переключает внимание с тревог и страхов на высшие духовные ценности, закрепляет состояние внутренней гармонии и формирует уверенность и защиту от негатива. Человек, который каждый день читает молитву о спокойствии, через время замечает, что ему легче справляться с трудностями, что он меньше тревожится. Его реакции на стресс меняются. Почему? Потому что его мозг теперь работает по новым схемам. Заговоры и ритуалы работают по тому же принципу, что и молитва. Как же? Заговор – это вербальная или словесная программа, которая закладывает в мозг новую доминанту. Ритуал усиливает эффект, подключая эмоции, жесты и символы. Доминанта формируется, и реальность начинает перестраиваться. Человек читает заговор на деньги. И через время он начинает замечать новые возможности заработка. Перестает говорить «у меня нет денег» и настраивается на успех. В его окружении появляются люди, которые могут помочь. Мир как будто меняется, но на самом деле меняется сам человек. Ритуалы помогают усилить и закрепить доминанту. Почему? Они включают сенсорные триггеры – зрение, запах, тактильные ощущения. Они убеждают подсознание в серьезности намерения и запускают процесс самопрограммирования. Ритуал помогает формированию доминанты за счет многоканального вовлечения мозга. Доминанта – это очаг устойчивого возбуждения, который усиливается, когда на него воздействуют разные сенсорные и эмоциональные триггеры. Как же ритуал усиливает доминанту? Ну, во-первых, это эмоции. Они создают сильный энергетический заряд, закрепляя нужное состояние.
Чем сильнее эмоция, тем глубже она отпечатывается в сознании. Жесты и действия. Они запускают телесную память, помогая лучше зафиксировать новую программу. Символы и предметы служат якорями, которые автоматически активируют нужную доминанту. Например, ритуал на привлечение удачи. Человек зажигает свечу, и это визуальный стимул. Читает заговор, и это аудиальный стимул. Протягивают руки к огню. Это тактильный стимул. Испытывает восторг или уверенность. Это эмоциональный стимул. В результате в мозге активируется и укрепляется доминанта успеха. И в дальнейшем этот человек замечает больше возможностей, действует смелее и притягивает удачные события. Или же, например, ритуал на защиту. Человек надевает амулет. Это физический якорь. Он произносит слова защиты. Это словесная активация. Ощущает спокойствие и уверенность. И это эмоциональный подкрепляющий фактор. В результате люди, которые ему вредили, уходят из его жизни, и он перестает бояться сглаза. Его сознание формирует доминанту безопасности, что влияет на поведение и даже на восприятие окружающих. Ритуал сработал, потому что в его мозге изменилась установка. Чем больше каналов восприятия задействовано, тем глубже закрепляется новая установка в сознании. Теперь вы знаете один из секретов магии. Все, что мы делаем, молитвы, заговоры, ритуалы – это способы управления вниманием. Что внутри нас, то и снаружи. Хочешь изменить судьбу? Начни с управления своим сознанием. А какие же ритуалы или молитвы помогали вам? Поделитесь в комментариях. Подписывайтесь на канал. Переходите по ссылочке в наш телеграм «Мастерская номер 9». Мы вас там очень ждем. Всего хорошего.